Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня продолжаем обсуждать личные отношения. И у нас с вами сегодня очень интересная тема. Как привлечь его внимание и начать разговор. То есть мы с вами проанализируем вашу ситуацию отношений и потом посмотрим, как все-таки начать разговор, как привлечь его внимание, чтобы человек не ускользнул, чтобы человек все-таки как-то проявил ответственность, общался с вами, да, то есть был все-таки какой-то откровенный разговор между вами. И гадать я буду сегодня на картах Ленорман. Ленорман Фей. Вы, может быть, даже и не знали, что у меня есть такая классная колода. И у нас с вами, естественно, это будет расклад на одну позицию. Такой расклад не каждому подходит. Если вы чувствуете по раскладу, что вам сегодня он необходим, что он резонирует, что вы хотите проанализировать отношения, что вы хотите вывести человека на разговор, привлечь его внимание, что, может быть, вы хотите начать разговор или лучше подождать, давайте сейчас это все посмотрим. Я здесь в этом видео буду использовать для карт Ленорман расклад «Двойная связь». То есть это такой очень хороший расклад. И он показывает отношения с двух сторон. То есть это важный момент, что с двух сторон отношения. Так, хорошо. У нас, значит, тут карты такие замечательные. Тут у нас такая книжечка есть еще в этой колоде, да, красивая. Так. Итак. Видите, такие красивые очень. Мне нравятся эти карты. Как раз одно удовольствие на них гадать. Мы с вами будем смотреть энергетику в любовных отношениях вашу и его. Вашу и его. Ваши ощущения с двух сторон, естественно, будем смотреть. Также, что нужно делать, чтобы укрепить отношения. Что препятствует отношениям с двух сторон. И как привлечь внимание, как начать разговор, состоится ли разговор. Итак, энергетика в отношениях. Да, энергетика. Сначала смотрим ее. Так, ваша энергетика в этих отношениях. Тут у нас, значит, карта как букет, да, букет, точно. И она, естественно, показывает, что у вас очень положительная энергетика в ваших отношениях, да, то есть именно положительная энергия, и вы настроены на этого человека, то есть у вас вибрации очень-очень хорошие. Букет, он такой позитивный всегда, да, позитивный. Вы бы хотели больше романтики в этих отношениях, вы бы хотели, чтобы вас заметили, чтобы оказали знаки внимания, чтобы пригласили на свидание, чтобы красиво ухаживали. Вы хотите серьезных отношений с этим человеком. И новый импульс даже после кризиса, да, если вы чувствуете кризис, чтобы был новый импульс, новый этап в ваших отношениях, то есть вы прям с надеждой смотрите на вашу любовь. То есть в любом случае вы считаете, что эти отношения могут быть гармоничны, и у вас есть прям на это все надежды. Давайте посмотрим его энергию в этих отношениях на сегодняшний день. И у него, значит, это рыбы, да, рыбы. Карта показывает, что он, кроме того, что смотрит на ваши отношения, и этому человеку в жизни еще очень нужен материальный запас, то есть ему нужны деньги, чтобы устойчиво чувствовать себя и в отношениях, понимаете? То есть ему для этого нужны деньги. И этот человек хотел бы быть более состоятельным. Однако с вами он на сегодняшний день все-таки испытывает душевный комфорт. Да, может быть, нет такого фонтана эмоций, чувств, даже как у вас, но у человека к вам глубокие чувства, проникновенные чувства, желание заботиться,
есть понимание, чего вы хотите. То есть он вот чувствует, чего вы хотите, знает, в принципе, ваши желания. И, может быть, его чувства в данный момент тоже обновляются, потому что все-таки рыбы, да, но рыбы это как прибавление. Очень часто эта карта показывает желание прибавления в семействе, ну, то есть детей, например, желание от вас иметь ребенка. И неважно какого возраста, то есть человек как будто бы, ну вот у него мечты такие какие-то были бы, мол, мы молодые, да, если, ну вот если все-таки там вы в другом возрасте. Тогда он думает так, что были бы мы молодые, я бы хотел ребенка, вот. Но те, кто молодые, вот он хочет, конечно, ребенка, это точно. Ну вот как хочет, чтобы вас очень многое связывало в жизни. Может быть, он даже смотрит на вас, ну, судя по этим картам, смотрит на вас серьезнее, чем вы на него смотрите. Даже так может быть. Вот. Но что вот вы ощущаете в любовных отношениях сегодня и сейчас в этих? Давайте смотреть. Вы Луну ощущаете, вот как есть очень сильная связь с вашей стороны, но с другой стороны вы немножко запутались. Вам кажется, что какие-то сценарии в вашей личной жизни все время повторяются, и вас это может даже как-то пугать или расстраивать. Более того, вы не совсем доверяете этому человеку, однако вы чувствуете, что связь у вас мощная, и что она насыщена, ну, эмоциями такими очень интересными. Но вам кажется, что а вдруг эта связь очень быстро пройдет, и что она, ну, знаете, вот как начинается быстро, кончается быстро. Может быть, у вас это и повторялось много раз, и вы вот из-за этого можете даже не спать по ночам или думать по ночам очень много. Вы романтично все-таки относитесь к человеку и чувствуете, ощущаете себя в отношениях сейчас именно как романтик. Вот, желание у вас есть объединиться с вашим партнером, но нет стабильности, много эмоций, много волнений, много подозрений, то кидает вас в одну сторону, то в другую. Как он себя сейчас ощущает в этих отношениях, как он ощущает? Но он на перекрестке, на развилке себя ощущает, и у него много, значит, нужно что решить по поводу ваших отношений. Он ощущает неопределенность, подвешенное состояние, и так, как есть оно, вот как он думает, да, он продолжаться, но не может. Ему нужно определиться в своих чувствах, он в вас заинтересован, нужно сделать уже свой выбор. И даже, может быть, кто-то еще проявляет к этому человеку интерес, или есть кто-то, кто не может его отпустить. Ему нужно между вами, может быть, даже выбрать. Он тоже не уверен, он тоже как бы омрачен, да. И вы, в принципе, ощущаете себя в этих отношениях примерно одинаково. Единственное, чем отличаетесь вы друг от друга, то, что он знает, что от него многое зависит, и что он должен решить, именно он должен выбрать, сделать вот этот выбор, сделать шаг, принять решение. То есть он в курсе, понимаете как? Может, вы думали, что он не в курсе, он в курсе, что нужно это все сделать. Так. Что нужно делать с вашей стороны, чтобы укрепить эти отношения? Так, собака. Ну, конечно, проявлять здесь нужно преданность с вашей стороны, верность с вашей стороны, заботу, дружеское расположение. Может быть, не бросать. Вот, знаете, вот бывает такое, что при каждой удобной мелочи чуть-чуть что не так сказали, вот особенно очень эмоциональные люди, каждые 5 минут выходят из отношений и потом заходят в них снова, то выходят, то заходят, и потом их слово уже не имеет никакого веса. Вот. Даже если вы ссоритесь, даже если вы ругаетесь, даже если не разговариваете, не стоит каждый раз расставаться мысленно с человеком. То есть собака говорит о том, что вы должны быть привязаны к вашему партнеру, чтобы все-таки эти отношения продолжались, и не бросать его. Вот, проявлять именно к нему всю эту верность, которая у вас в душе. И, понимаете, разменивать его на кого-то, это точно уж никак.
там показывать, что вы можете изменить, это точно никак. Вот. Нужно показывать: я никогда тебе не изменю, даже если ты мне будешь изменять. Я никогда тебя не предам, даже если ты меня предашь. Я буду идти за тобой. Вот. То есть это вот такая вот очень сильная любовь и очень сильная преданность. Вы так можете укрепить ваши отношения. Именно так. А с его стороны как можно укрепить отношения? Гора. Вы знаете, гора показывает, что да, перед ним стоит огромное препятствие, которое не так-то просто преодолеть, но ему нужно проявить упорство, ему нужно проявить силу воли, характер, несгибаемость, твердость, чтобы эти отношения укрепить и быть такой, как скала, да, непоколебимым таким, как скала, чтобы вы могли опереться на него. И если есть какое-то огромное препятствие, казалось бы, непреодолимое, он должен иметь надежду, чтобы его преодолеть. А еще здесь может даже так трактоваться, что увести вас куда-то за горы, за гору, за бугор, как говорят, да. То есть, мол, в этих отношениях требует все изменений, и может быть переезда, отъезда совместного куда-то требует ситуация. То есть вот с его стороны можно так укрепить отношения. Так, ну какие препятствия с вашей стороны идут для этих отношений? И вышла карта мужчина. Это о чем я и говорила, да, что с вашей стороны не должно быть никаких мужчин, которые препятствуют вашим отношениям с загадным человеком. То есть этот мужчина встает как препятствие, он может быть, там, не знаю, муж, друг, любовник, бывший отец, брат, кто угодно. Даже начальник может очень-очень сильно мешать этим отношениям. Какая-то мужская фигура, мужская энергия. Вот даже может быть ваша мужская энергия мешать отношениям, если у вас никакого мужчины нет. Никакого там парня, там, не знаю, брата, сына, кто угодно, кто может препятствовать вашим отношениям с загадным человеком. Это может быть не человек, а энергия. То есть у вас должно быть много вашей энергии, но не мужской, не лидерских качеств. Не вы ухаживаете, не вы там проявляете инициативу, а этот человек должен это делать, ну как вот по совести-то. И, конечно, если у вас что-то такое есть, ну как управлять, вот желание управлять, манипулировать, как мужчина, убирайте это, конечно, из себя убирайте. Многие женщины от этого страдают, что когда проявляют не ту энергию, не то качество энергии в отношениях, потом страдают, конечно, из-за этого. Так, теперь смотрим с вами с его стороны, какие препятствия стоят. Солнце, ну это эгоизм. Солнце — это эгоизм, это желание быть в центре внимания, чтобы человека прям все хвалили, чтобы человеку делали какие-то комплименты, там, знаете, как проявляли к нему много эмоций, чувств, чтобы вот его обожали, противоположный пол, чтобы его обожал, быть популярным, противоположного пола. Просто эгоистично может поступать, там, не знаю, в самых мелочах даже, и это будет препятствием для ваших отношений, естественно. Думать только о себе нельзя в паре. Нельзя и все. А ваш партнер в чем-то да эгоистик. В чем-то да эгоистик, конечно. Хорошо, смотрим, значит, нашу цель, да. То есть проанализировали так немножко отношения. И теперь смотрим, как привлечь его внимание, как начать разговор. Или разговор, может, сам начнется, да. Так. Лиса. Вот чтобы привлечь внимание этого человека, нужно быть лисой. Что значит лиса? Она меняет имидж, меняет маску. Она все время разная, она интересная, она красивая. Здесь, чтобы привлечь внимание, нужно стать лисичкой. Для многих даже подойдет покраситься в рыжий, сделать рыжую прядь, одеть что-то красное, оранжевое, бордовое, может быть, или губы накрасить красной помадой, или сделать какой-то яркий макияж, сменить прическу. Вот. Потом, ну, быть просто краше некуда, да, то есть прям поработать над своим имиджем для женщин очень важно.
То есть как-то привлечь внимание здесь можно красотой, внешностью, а еще льстивыми или просто такими мягкими, вот прям как ручеек течет, да, звенит речами. Вот, то есть лиса, она такая вкрадчивая, она умеет нашептать на ушко, она умеет в чем-то притворяться чуть-чуть, да. То есть вот нужно научиться быть вот такой вот лисонькой, лисой. Сразу увидит перемену, сразу будет очень удивлен. И это привлечет внимание. Как начать разговор, или разговор сам ли начнется. Лилии. Понимаете, здесь по лилиям мужская энергия. И мы видим всадника. Человек может и сам начать с вами разговор, если вы будете как лиса, понимаете? Но также можно встретиться по лилиям на светском рауте, на светской вечеринке, там, где есть, может быть, какое-то высшее общество или объекты культурного наследия, то есть какие-то культурные места. Там можно вот попасться, как встретиться с этим человеком, например. Вот. И также лилии, какой-то мужчина может стать посредником, но это не тот, который препятствует, да, а какой-то, допустим, общий друг, знакомый, который может стать посредником, чтобы вы случайно где-то вот поговорили. И всадник показывает так-то, что человек и сам может начать разговор. И лилии то же самое показывают, что человек может проявить инициативу после того, как увидит, что вы поработали над своим имиджем, над своей внешностью. Многие сейчас напишут, где он увидит мою внешность. Публикуйте в социальных сетях. Публикуйте, вам кажется, он за вами не смотрит. Конечно, он смотрит с другой страницы, но смотрит. Вам кажется, он вас везде заблокировал. Нет, он смотрит. Поэтому обязательно публикуйте в социальных сетях красивые фотографии, образы, там себя похудевшую там, или что-то еще, там омолодившуюся. Это важно. Новое платье везде публикуйте свое в социальных сетях, в WhatsApp на сторис, да, то есть там тоже есть сторис в WhatsApp, обязательно там тоже попробуйте опубликовать. И если уж мимо него можете пройти, ну уж пройдите так, чтобы вот он просто упал. Просто чтобы упал. И да, карты говорят, разговор скоро состоится. Скорее всего, по его инициативе, наверное, вот все ж таки сильно к нему начать разговор, наверное, не стоит. Только если вот через каких-то или посредников, или будто случайно столкнулись, да, вот на светской вечеринке. Вот, но не более того. Ну, такой интересный сегодня у нас расклад. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрите. Пишите свое мнение. Если что-то не совпадает, это однопозиционка, сами понимаете, не может у всех совпадать. Но частично может подходить всем, на самом деле, да, кто смотрит, потому что смотрит не так уж и много людей. Вот, поэтому подходить может. Всем пока и до новых встреч.